эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели», в студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Безусловно, главное событие уходящей недели – вступление в должность президента Абхазии. На инаугурации избранного президента Аслана Бжания, которая состоялась 23 апреля в конференц-зале президентского дворца, присутствовали на тот момент премьер-министр Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварча, депутаты, судьи Конституционного и Верховного судов. Церемония вступления избранного президента в должность проходила в ограниченном кругу, без иностранных гостей. Причиной этому стали карантинные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мероприятие длилось не более 1 часа. Во время инаугурации Аслан Бжания произнес клятву на верность Конституции, после чего Валерий Бганба вручил ему символы президентской власти – штандарт, печать и шашку, символизирующую роль президента как главнокомандующего вооруженными силами Республики Абхазия, а также национальный абхазский посох – символ государственной мудрости. Схысыхши, сыбстазаара зеги, сыпсадгил, сыважлар рымацаура и шазысква, сыжлар рымтаны, снапачи калуамчра, хунткарра конституция, яхатпи уямш, вазтуя пепш, рыхчираз схы и шасыхо. Шларлых савайт и пшообри, ахапкы сацхыцна саныкала. Ян шаду слухойт, сыбсадгилы, сыважлары, рымац аурачы, амчи, алшары, сутарц. В тот же день состоялась встреча президента Абхазии с Валерием Бганба. В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы работы исполнительной власти правительства республики. Кроме того, глава государства затронул актуальные вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, меры, предпринятые государством по недопущению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией. В завершение беседы президент поблагодарил главу правительства за эффективную работу Кабинета министров, за организованную работу по проведению выборов президента в соответствии с Конституцией. Затем Аслан Бжания встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным, послами Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Олегом Бацеевым и Гарри Купалбо. На встречах была обсуждена ситуация с распространением коронавирусной инфекции и предпринимаемых мерах по борьбе с заболеванием, а также планы по дальнейшему сотрудничеству между странами. Уже на следующий день Кабинет министров Абхазии ушел в отставку. В соответствии со статьей 6 Конституционного закона Республики Абхазия о Кабинете министров, в рамках заседания правительства Валерий Бганба подписал постановление о сложении полномочий действующего состава Кабинета министров страны перед вновь избранным президентом. Присутствовавший на заседании президент подписал указ о назначении на должность премьер-министра Александра Анкваб. Аслан Бжания поблагодарил исполняющих обязанности руководителей центральных органов государственного управления за проделанную работу. Непростой прием. Я вам всем за это признателен. У меня будет есть желание с каждым из вас в отдельности пообщаться. С сегодняшнего дня вы будете исполнять пока обязанности. Со многими из вас я лично не знаком. Хотел бы познакомиться. Жизнь продолжается, работа будет продолжена. Еще раз вам большое спасибо. Далее заседание Кабинета министров продолжилось под председательством Александра Анкваб. Исполняющие обязанности руководителей министерств рассказали вновь назначенному премьеру о текущем положении дел в сферах здравоохранения, финансов и налогообложения. Дениза Гергия расскажет подробности. Вновь назначенный глава правительства начал встречу с рабочих вопросов, первый из которых был адресован исполняющему обязанности министра по налогам и сборам. Даур Курмази ситуацию с собираемостью налогов назвал критической. В связи с введением чрезвычайного положения срок этой процедуры 2 недели. В течение 2 недель будет представлена отчетность за первый квартал, и мы будем знать объемы полагаемых платежей. Но на сегодняшний день пока платежи идут очень плохо. Ситуация, можно сказать, критичная. Введены отмены по уплате спецналога и патента. Это большее число налогоплательщиков по территории республики. В остальной части надо изучить полученную отчетность и, исходя из этого, уже провести анализ и делать определенные выводы. Прогнозируем мы, что по итогам апреля у нас будет отставание от 70 до 90 миллионов рублей от запланированных объемов поступления в бюджет.
Картину дополнил исполняющий обязанности министра финансов Дженцух Нанба. На сегодняшний день фактические поступления в бюджет меньше запланированных на 42%. В течение финансового года процент выпадения будет возрастать. В целом прогноз на текущий финансовый год Минфином видится в объемах 60% выпадения от запланированных доходов. Если, конечно, ситуация кардинально не изменится. Все возможные меры в части оптимизации расходов действующей бюджетной системы уже приняты. Вот. Соответственно, все, что можно сократить, сокращено. Что нельзя сократить, это, в частности, финансирование силовых ведомств, это финансирование системы здравоохранения. Здесь мы исполняем все обязательства. Заработная плата экономии в данном случае не касается. То есть заработная плата, социальные выплаты выплачиваются в полном объеме в установленные сроки. Это текущий месяц практически вся зарплата по всей республике выплачена. Председатель ГТК Гурам Инапшпа проинформировал, что в первом квартале в бюджет государства поступило 368 миллионов рублей, что на 20 миллионов меньше запланированных. При этом Гурам Инапшпа заметил, что до середины марта ситуация была нормальной. Что касается апреля, то план таможенных поступлений на текущий месяц составлял 148 миллионов рублей, но на данный момент в бюджет перечислен 101 миллион. Исполняющий обязанности министра здравоохранения и соцобеспечения Тамас Цахнаки рассказал об эпидемиологической ситуации в стране. Следует отметить, что на совещании большую часть времени посвятили этому вопросу. Речь шла о реализуемых мерах в борьбе с вирусом COVID-19. Новых случаев выявления инфекции нет. Мы практически ежедневно обследуем как пациентов, которые обращаются в различные учреждения с схожими симптомами, либо контактные лица, либо вот те сотрудники, которые непосредственно контактировали с нашими пациентами. Но, слава богу, на данный момент новых случаев нет. Пациенты, 2 пациентов, как известно, выздоровели. Вот, одна остается в стационаре, пока состояние ее тяжелое. По части медицинского обеспечения все необходимое есть. Реализуется ряд контрактов по поставкам дополнительного медицинского оборудования. На сегодняшний день республика обеспечена медикаментами на 650 больных. Глава правительства также поинтересовался, хватает ли в стране в случае вспышки эпидемии медицинских кадров специального профиля. 16 специалистов-инфекционистов и эпидемиологов. Всего. Так? 16. Средний медперсонал, там чуть больше, там 56 примерно было, не знаю, сколько сейчас. Вот остальные готовы стать инфекционистами? Учитывая вот мировой опыт, где, кстати говоря, тоже очень острый дефицит вот таких специалистов, они пошли по пути привлечения врачей других специальностей, что мы и сделали. В частности, врачей-терапевтов привлекли в первую очередь для лечения этих больных. У нас тренинги проходят. В завершении обсуждения вопроса глава правительства заметил, что нужно готовить молодые кадры инфекционистов, эпидемиологов и вирусологов. В рамках совещания также обсуждалась ситуация с подготовкой к весенним пахотным работам. О положении дел в возглавляемых ими ведомствах премьера также проинформировали исполняющие обязанности министров внутренних дел Рауль Смыр, культуры Эльвира Арсаля, по чрезвычайным ситуациям Лев Кавициня, а также исполняющий обязанности председателя Госкомитета по курортам и туризму Автандил Гарцке. В завершении совещания был обсужден главный вопрос – исполнение бюджета этого года. Нам придется до конца года, так скажем, подтянуть пояса по максимуму и жить и рассчитывать на те деньги, которые у нас реально будут. Скорее всего, ситуация прояснится уже к середине года. Подводя итоги совещания, глава правительства отметил, что в зависимости от развития событий в планы правительства может войти секвестирование бюджета. Дениза Герке, Тамас Чиковани для событий недели.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщает, что за прошедшие сутки тестирование прошли 3 человека. У всех у них диагноз коронавируса не был подтвержден. Состояние пациента 1925 года рождения, который находится в Гудаутской центральной районной больнице, все так же остается тяжелым, нестабильным. Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома. На этой неделе в республике закончилось действие режима чрезвычайного положения. С 21 апреля также были ослаблены некоторые ограничительные меры. В частности, была разрешена работа продовольственных рынков, но согласно нормам, установленным СЭС, не более 3 дней в неделю. Репортаж Алики Трапш. Согласно распоряжению исполняющего обязанности президента Валерия Бганба об изменении ограничительных мер по защите населения Абхазии от распространения коронавирусной инфекции, сельскохозяйственные продуктовые рынки страны будут работать 3 дня в неделю. Такой режим будет действовать до полного снятия ограничительных мер. Так, центральный рынок города Сухум будет работать в пятницу, субботу и воскресенье. В администрации города было совещание, на котором было принято решение определить эти рабочие дни для работы центрального рынка. В итоге было принято решение, что с пятницы по воскресенье рынок будет открыт, а все остальные дни будет закрыт. Объясняем людям, что это вынужденные меры, что это для их же безопасности все это принимается. Ну, кто-то понимает, кто-то не понимает. Сложно. Мы предвидели, что возможно, что если рынок будет закрыт, то люди попытаются выйти на проезжие части, на тротуары и осуществлять незаконную торговлю оттуда. Ну, на что было поставлено в известность милиция нашего города. Это как бы уже их компетенция, они будут заниматься осуществлением такого рода порядка. Сухумский рынок открывается в 6 утра и работает до 4 часов вечера. После завершения работы продавцы сами проводят уборку своих прилавков и торговых точек. А затем сотрудники санэпидемстанции проводят дезинфекцию рынка и торговых объектов. Если рынок работает до 4 часов дня, до 6:30 они проводят уборку, рыночные работники, уборку, очистку, и дальше с 6:30, 7 часов вечера заходит бригада моих сотрудников, и они уже дезинфицируют все торговые места, которые использовались в этот день. Также мы пока решили не открывать в полном объеме площадку для торговли живыми животными, поскольку животных оставляют в клетках для следующего торгового дня. Дезинфицировать в присутствии этих животных нельзя, потому что мы их просто отравим. Поэтому эта площадка тоже пока временно не будет функционировать. Вот на сегодня ситуация по городу Сухум эпидемиологически спокойная. Но это не значит, что завтра или сегодня к вечеру это не поменяется. Поэтому распоряжения даются на короткий срок с возможностью продления, изменения и так далее. Дай бог, чтобы у нас и оставалась благополучная эпидситуация. В таком случае, может быть, и вовсе снимут режим чрезвычайной ситуации. В момент нашей съемки центральные ворота рынка были закрыты, и внутри не осуществлялась торговая деятельность. Однако рядом находящиеся объекты функционировали. Многие продавцы вышли на работу после того, как узнали, что с 20 апреля сельскохозяйственные продуктовые рынки могут работать. Некоторые не видят смысла запрещать торговлю внутри рынка, когда вокруг осуществляется несанкционированная торговля. Но все же и те, и другие отмечают, что будут соблюдать режим и выходить на работу только в разрешенные дни. С 28 марта и по 20 апреля мы находились дома. При этом я была информирована от тех людей, которые приезжали в город, видели, что вокруг образовался стихийный рынок. Теперь мы решили тоже. Если там нет эпидемии, значит, ее и здесь нет эпидемии. Поэтому мы позволили себе вчера и сегодня мы вышли. Хотя, да, дирекция предупреждала, что этого делать не надо. Нам так сказали, пятница, суббота, воскресенье мы должны выходить. Но придется. Мне 10 человек, дети, внуки. Что мне делать? Надо мне работать. Ну вот они сказали, 3 дня работать будете. Все. Стоит отметить, что 3-дневный режим работы не всем удобен. Многие остаются в убытке и потому намерены не выходить на работу до полного снятия ограничительных мер. Купили цветы, закупили. Очень тяжело нам было их достали, потому что люди звонят, всем все равно цветы нужны. Вчера полдня поработали, потом нам дирекция сообщила, что рынок закрывает.
и будут работать по 3 дня. До пятницы у нас еще 2 дня, а цветы не ждут. Цветы, 5 дней, 6 дней максимум у них срок жизни. И вынуждены были мы свои цветы забрать вчера. И сегодня вот стоим на остановке и продаем, люди проезжают, видят. Я вот сейчас их реализую, я не буду работать по 3 дня, потому что мне просто это, я это выкину. Я сейчас хочу просто это все реализовать как-нибудь. И все, я больше до 1 мая не буду больше брать цветы, и очень многие не будут брать. Сельскохозяйственные продуктовые рынки страны будут работать 3 раза в неделю до 1 мая. Затем, при благоприятной эпидемиологической обстановке в стране, полноценная работа рынков возобновится. Алика Трап, Степан Мартиросян для событий недели. В связи с пандемией коронавирусной инфекции и введенными по всему миру карантинными мерами экономическим системам всех стран нанесен огромный ущерб. Крупные компании несут большие убытки, а наиболее уязвимыми в ситуации нынешнего экономического кризиса стали представители среднего и малого бизнеса. Как отразятся последствия пандемии на молодой, развивающейся экономике Абхазии? Что необходимо предпринять, чтобы помочь бизнес-сообществу страны? И можно ли в этом кризисе найти положительные аспекты для придания импульса в развитии экономики? Гость нашей студии – экономист, кандидат технических наук, научный сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Леон Кварчия. Здравствуйте, Леон Гурамович. Добрый день. Вы представляете Центр стратегических исследований, работа которого напрямую связана с разработкой программ, прогнозов и выработки конкретных рекомендаций по выходу из кризисных ситуаций. Расскажите, ведется ли работа сейчас и есть ли какие-нибудь наработки уже? Действительно, в настоящий момент в связи со сложившейся ситуацией в республике и за ее пределами, связанной с пандемией, мы в рамках работы Центра подготовили ряд предложений, необходимых для улучшения сложившейся ситуации. Конечно, хотелось бы отметить то, что с руководством страны были предприняты все необходимые меры организационного, административного, правового характера для того, чтобы максимально предотвратить распространение коронавирусной инфекции. И стоит отметить, что именно благодаря своевременности введения этих мер на сегодняшний день можно сказать с уверенностью, что ситуация в республике находится под полным контролем. Отдельную благодарность хотелось бы высказать представителям предпринимательского сообщества, которые своевременно откликнулись на данную проблему. Кроме того, стоит, конечно, отметить серьезную работу, проделанную различными общественными организациями, волонтерами. То есть это яркая иллюстрация того, как в чрезвычайных обстоятельствах вся страна может объединиться и противостоять тем или иным угрозам. Хотелось бы, чтобы мы объединялись не только в условиях подобных проблем, но и просто в текущей нашей деятельности для того, чтобы мы могли видеть ощутимые результаты в той или иной сфере. Введенные ограничительные меры, они негативно отразятся на экономической ситуации в стране, это уже видно сейчас. И здесь необходимо подойти к решению данной проблемы комплексно в плане выработки комплекса мероприятий со стороны государства, и со стороны предпринимательского сообщества, и со стороны гражданского общества для того, чтобы максимально смягчить эти негативные последствия. Конечно, в любом случае с уверенностью можно сказать, что те меры, которые были приняты, они были нацелены на, в первую очередь, сохранение жизни и здоровья граждан. Поэтому если ставить на чашу весов экономические показатели и благополучие населения, конечно же, благополучие населения, оно в приоритете. Если говорить о размере ущерба экономике нашей страны, то, конечно, каких-то точных цифр сейчас дать практически невозможно. Единственное, что можно предположить по анализу показателей предприятий и организаций за первый квартал 2019 года, за тот период, в течение которого действуют ограничительные меры, ущерб, нанесенный экономике
начнем с того, что хотя бы с той валовой выручки, которая выпала у предприятий и организаций, она не меньше 2 миллиардов рублей. Это по очень грубым подсчетам. Здесь нам необходимо принимать во внимание, что в этой отчетности не присутствует очень значительный пласт индивидуальных предпринимателей, которые вообще, в принципе, отчетность не сдают. И вот если мы примем во внимание всех этих индивидуальных предпринимателей, плюс тот факт, что теневой сектор в экономике по различным оценкам не менее 50%, то на самом деле валовая выручка, которую экономика недополучила за этот период, она будет уже не менее 3 миллиардов рублей. Могу сказать, что по роду деятельности, не научной, а основной своей деятельности регулярно приходится общаться с предпринимателями. И, скажем так, в таких полевых условиях все они говорят, даже те, кто работает, это владельцы продовольственных магазинов, ряда магазинов непродовольственных товаров, они говорят о снижении выручки где-то от 40 до 50%. То есть это даже те, которым разрешено официально работать, но в первую очередь те, кто продовольствием занимаются. Это связано со снижением покупательской способности? Конечно, да. Когда мы говорим о том, что есть отрасли, которые максимально подверглись негативным тенденциям, есть те, которые минимально, необходимо принимать во внимание то, что в условиях Абхазии, в условиях небольших масштабов нашей экономики, эта градация очень условная. То есть даже те, которые работают, все равно они так или иначе, ввиду определенных экономических законов, они так или иначе все равно затронуты этими процессами, поэтому показатели их деятельности, они все равно ухудшаются вне зависимости от того, что работают они или не работают. То есть они открыты, они работают, но все равно это уже не та работа, которая была до этого. Хотелось бы перейти уже конкретно вот к предложениям, которые разрабатываются в вашей организации. Как вы отметили, руководством республики предпринят уже ряд мер по поддержке предпринимателей, в частности, освобождены от уплаты налогов на вот этот кризисный период. Но многие и эксперты, и предприниматели говорят, что этого недостаточно, и что нужна более существенная поддержка. На ваш взгляд, вот, учитывая то, о чем вы только что говорили, и как бы такой скромный государственный ресурс, какой может быть эта поддержка, какой может быть эта помощь? Небольшое введение сделаю. По мировой практике вообще в таких условиях, при условиях воздействия внешних шоков на экономику, конечно, у всех стран мира намного больше инструментарий, совсем другие бюджетные возможности для исправления этой ситуации. В том числе применяются различные виды макроэкономической политики. Это и внешнеэкономическая политика, бюджетно-налоговая, денежно-кредитная, политика доходов. В нашей стране, к сожалению, ввиду ее и международно-правового статуса, и крайне важно отметить, что у нас нет своего эмиссионного центра, то есть, выражаясь простым языком, мы не имеем своей собственной национальной валюты, фактически не имеем такого инструмента, как денежно-кредитная политика. Во всех остальных странах, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией, достаточно активно применяется этот инструмент, то есть обеспечиваются дешевые кредиты предпринимателям, снижается ключевая ставка в банковском секторе, проводятся операции на открытом рынке для того, чтобы наполнить экономику денежной ликвидностью, снижаются нормы обязательного резервирования и так далее. К сожалению, нам все эти инструменты недоступны. На сегодняшний момент наша страна может использовать лишь часть инструментов бюджетно-налоговой политики и внешнеэкономической. И здесь, конечно, очень своевременно был принят декрет о поддержке субъектов предпринимательской деятельности. Но при всем при этом, конечно же, этого недостаточно. Есть ряд мер, которые совместно и предпринимательское сообщество, и государство, и гражданское общество могут сообща скоординированно принять и реализовать. Начнем с того, что в первую очередь необходимо создать определенную рабочую группу с представителями предпринимательского сообщества, в которую включить, можем на базе того же движения «Мы вместе» включить туда
представителей различных общественных организаций предпринимателей и, безусловно, органов исполнительной власти, в компетенции которых находится взаимодействие с предпринимателями. Для того, чтобы в рамках этого рабочего органа выработать максимально согласованный, скоординированный комплекс мероприятий по улучшению именно предпринимательского климата. На сегодняшний момент, к сожалению, прямого диалога между предпринимателями и органами исполнительной власти, рабочего диалога оперативного, его не существует. То есть, да, представлен ряд мер, но при этом у предпринимателей есть определенные нарекания, предложения свои по этим мерам, поэтому необходим орган, в рамках которого будет проводиться оперативная работа для максимальной согласованности действий. Хочется отметить, что несмотря на то, что та рассрочка по таможенным платежам, которая была представлена, она, безусловно, является подспорьем, на сегодняшний момент мы видим, что 1 мая уже не за горами. Она действует до 1 мая. Мы должны понимать, что даже после истечения срока действия ограничительных мер экономика не начнет восстанавливаться прямо на следующий день. То есть это процесс, который займет, если у нас все будет идти по плану, опять-таки оговорюсь, это процесс, который займет не месяц, и не 2, и, скорее всего, не 3. Здесь, наверное, еще имеет значение ситуация в Российской Федерации, конечно, так да, как конечно. Деятельность предпринимателей напрямую связана с Российской Федерацией, с границей в частности. Если там будет неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса, то можем ли мы надеяться, что граница будет открыта также 1 мая, даже там 10 мая, и бизнес заработает в полную мощь? Об этом я и говорю, что на текущий момент у нас предпосылок того, что с 1 мая ситуация начнет выравниваться, нет, поэтому сам по себе напрашивается вывод о том, что эту рассрочку необходимо продлить. Более того, даже в этом механизме есть определенные шероховатости, несогласованность, об этом говорят и предприниматели. К примеру, у таможенных органов есть определенные внутренние требования по механизму представления этой рассрочки. Например, она не предоставляется предпринимателям, которые в течение определенного периода перевозят через границу товар ниже определенной ниже определенной суммы. Да? В этой ситуации, которая у нас сейчас, надо все эти ограничения снять, то есть сделать так, чтобы любой предприниматель, который в этих условиях продолжает работать, чтобы любой такой человек мог пользоваться возможностью этой рассрочки. Это одно. Второй момент, по словам предпринимателей, опять-таки, требует банковские гарантии для предоставления такой рассрочки. Я считаю, что это требование тоже необходимо отменить, потому что это дополнительно, во-первых, административная нагрузка, во-вторых, финансовая, потому что все эти банковские гарантии, они не бесплатные. В данном случае гарантией уплаты этих платежей служит сам государственный декрет правительственный о том, чтобы предоставить такую рассрочку. Следующее мероприятие, которое можно реализовать, это также продление налоговых каникул по спецналогу, во-первых, и по уплате патентных платежей. Но не для всех, скорее всего, а для тех предпринимателей, которые задействованы в отраслях, которые подверглись наибольшему негативному влиянию данных ограничительных мер. Перечень таких отраслей, конечно же, надо будет отдельно утвердить, по моему представлению, потому что мы сейчас видим максимально негативный эффект у нас в отрасли услуг, в отрасли промышленности, в отрасли курортов и туризма, в транспорте, в строительстве. В любом случае необходимо согласованное решение по тому, какой перечень отраслей включить в этот список. Следующей мерой может быть освобождение от уплаты арендных платежей по тому государственному имуществу, которое у предпринимателей сегодня есть, которым они пользуются. Но здесь опять-таки нужно подчеркнуть, что это касаться будет не повально всех, во-первых, добросовестных арендаторов, которые регулярно и своевременно уплачивают арендные платежи, и, во-вторых, тех, кто восстановил те объекты государственные, которым переданы в аренду. Совместно с Национальным банком и с представителями банковского сообщества, которых обязательно надо будет включить в ту рабочую группу, о которой я вам говорил, разработать
комплекс мероприятий по возможности реструктуризации той кредитной задолженности, которая сегодня есть у предприятий и просто у рядовых жителей нашей страны. Это непростая процедура, не факт, что на это пойдет большая часть банков, но тем не менее такую возможность необходимо рассмотреть. Есть также кредиты, которые предоставлены Нацбанком коммерческим банкам для того, чтобы те в дальнейшем прокредитовали реальный сектор экономики. Здесь, возможно, тоже имеет смысл Нацбанку рассмотреть возможность реструктуризации таких кредитов, то есть чтобы платежи Нацбанку поступали в более растянутом промежутке времени, то есть перенести сроки платежей. Это тоже может быть одной из мер поддержки. Имеет смысл банковскому сообществу, опять-таки в рамках рабочей группы совместно с органами государственной власти рассмотреть возможность хотя бы на месяц или на 2 предоставить определенный дисконт, допустим, в 50% по предоставлению тех или иных услуг предприятиям малого и среднего бизнеса. Вы знаете, что в банке все операции, они не бесплатные, то есть, возможно, имеет смысл где-то комиссии пересмотреть, где-то предоставить скидку, где-то освободить просто предприятие. Опять-таки, это на усмотрение представителей банковского сообщества. Вообще, что хочу сказать, что любая мера поддержки, это не просто какой-то росчерк пера на бумаге, за это в любом случае кто-то должен платить. То есть если для кого-то она бесплатна, значит для кого-то другого она платна. Поэтому здесь очень важно найти разумный баланс между тем, чтобы не разорить какой-то один сектор экономики или не опустошить государственную казну, и тем, чтобы поддержать предпринимателей. Еще одной действенной мерой поддержки может быть, опять-таки, согласовано в рамках вот того рабочего органа, который я вам говорил, рассмотреть возможность определенных арендных каникул для предпринимателей, которые арендуют имущество не у государства, а у других предпринимателей. Разработать какое-то или обращение, или взаимодействие с предпринимателями, которые являются арендодателями, чтобы они предоставили либо арендные каникулы своим арендаторам, либо, возможно, 50% скидку по уплате арендных платежей, либо в крайнем случае рассмотреть возможность субсидирования государством хотя бы половины этих арендных платежей. В любом случае это предмет для обсуждения в рамках рабочей группы предпринимателей и органов государственной власти. Важным фактором может стать помощь на уровне местных администраций. Мы знаем, что есть определенные сборы, платежи, которые поступают именно в местные бюджеты. Например, существуют патенты на право торговли для тех предпринимателей, которые выполняют сезонные определенные работы, допустим, сезонной торговлей занимаются. Имеет смысл именно в 2020 году, на летний сезон 2020 года, на уровне местных администраций освободить предпринимателей от этих платежей. Получается, государственный бюджет не получит запланированных доходов. Как выстраивать работу на государственном уровне, если бюджет будет пустым, грубо говоря? Почему упомянул местные платежи? Дело в том, что в структуре местных бюджетов данные платежи по патентам за право торговли, за сезонную работу, они не играют существенной роли. То есть они представляют собой буквально очень незначительную часть местных бюджетов. В то же время для тех предпринимателей, которые будут летом работать, это, как правило, достаточно, не могу сказать, что малоимущие, но не те люди, которые зарабатывают там какие-то сверхприбыли. То есть это для того, чтобы прокормить свою семью в течение 5-6 месяцев. Для них эта сумма, она ощутима. Поэтому здесь эта мера, она может оказаться действенной. Для государства она не будет играть существенной роли, я имею в виду для местных бюджетов, в том числе, в то же время для этих людей она будет играть большую роль. А то, что вы совершенно справедливо заметили, действительно имеет место быть. Любые меры поддержки, как я вам уже до этого говорил, они, если для кого-то бесплатные, то для кого-то они платные. В данном случае любая мера поддержки, она сказывается на дефиците государственного бюджета. И здесь задачей фискальных органов, Министерства финансов и всех прочих отраслевых органов является поиск баланса между максимальной поддержкой предпринимателям, но в то же время не увеличением
до непоправимых размеров дефицита государственного бюджета. Это все вопрос для проработки, для обсуждения в рамках вот этого рабочего органа, о котором я вам говорил. То есть то, о чем я сейчас говорю, это те предложения, которые могут быть реализованы, но не факт, что в наших условиях, с нашими возможностями, с тем дефицитом, который у нас есть, что мы сможем все это реализовать. Потому что любые послабления, любые отсрочки, любые льготы, это все недополучение государственным бюджетом определенной доли доходов, как вы справедливо заметили. Поэтому здесь важно найти справедливый баланс и при увеличении дефицита изыскать источники его финансирования. Тот дефицит, который сейчас запланирован в бюджете, он финансируется за счет кредитов Национального банка. Если у нас вдруг будет увеличение дефицита, естественно, нужно будет определить источник его финансирования, либо же, как уже отмечал исполняющий обязанности министра финансов, прибегнуть, к сожалению, к секвестру бюджета, да, то есть пересмотреть ряд расходных обязательств бюджета, которые запланированы в этом году. Еще одним из действенных механизмов, и мы должны к этому будем прийти так или иначе, может быть внедрение соответствующим нормативно-правовым актам возможности государственного регулирования цен на определенный перечень товаров первой необходимости сроком до 3 месяцев в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий. Все мы прекрасно знаем, каков размер средней торговой наценки, оптовой, розничной, каковы среднерыночные закупочные цены в России. И вот эту наценку торговую государство в определенных случаях, в определенных, я подчеркиваю, у нас рыночная экономика, мы не можем постоянно в нее вмешиваться, но эта практика присутствует во всех даже самых развитых странах мира, когда в случаях стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций государство может на определенный срок на ряд товаров первой необходимости вводить меры жесткого государственного регулирования. Те убытки, которые возникают, государство и предприниматель, которые занимаются бизнесом, они должны в определенной пропорции разделить друг с другом. Я считаю, что это обоснованно. Мы все живем в одной стране, и эта проблема общая. Вот здесь хотелось с вами обсудить. Некоторые специалисты и эксперты высказывают мнение, что из этого кризиса Абхазия может какие-то даже положительные, да, моменты для себя извлечь. Например, переориентироваться в каких-то сферах, да, сделать больше упор на те или иные отрасли экономики, например, сельское хозяйство. То есть туда как можно больше средств, как можно больше поддержки, поднимать фермерство, поднимать малые хозяйства, заинтересовать людей в производстве сельхозпродукции, обеспечить внутренний рынок, и потом, если все будет хорошо и в мире, и в России в частности, да, работать на экспорт. Ваше мнение хотелось бы узнать. Любой кризис, он, как еще Черчилль говорил, он помимо своих негативных последствий, он предоставляет определенные возможности. И, конечно, при правильном государственном подходе, даже из этого кризиса, в котором мы сейчас вступаем, пока, наверное, только, можно вынести положительные выводы. И, конечно же, любой кризис подразумевает под собой определенную структурную перестройку экономики, то есть переориентацию ее с одних отраслей на другие, перестройку бизнес-процесса внутри самих предприятий, то есть предприятия пересматривают вообще сами подходы того, как они ведут бизнес. Конечно же, я думаю, что, скорее всего, мы к этому придем, но сейчас у нас вопрос стоит пока в том русле, как минимизировать те негативные последствия, которые есть сейчас. То есть сейчас прямо говорить о том, что мы будем развивать больше вот эту отрасль, я не думаю, мне кажется, пока преждевременно. Мы еще не знаем, чем это все закончится. Мы лишь видим те проблемы, те негативные последствия, которые перед нами стоят и которые нам надо сейчас в аварийном режиме решать. Дальше, безусловно, из этого всего нужно будет, это все нужно будет проанализировать, сделать необходимые выводы и в том числе пересмотреть те отрасли, на которые мы сейчас больше всего опираемся, и на то, каким образом выстроены там бизнес-процессы, на то, каким образом выстроено взаимодействие с предпринимательским сообществом в этих отраслях, налогообложение этих отраслей и так далее, и так далее. Но сейчас, мне кажется, несколько преждевременно, сейчас стоит задача
максимально подготовиться к тем негативным последствиям, которые нас, скорее всего, ждут. Сегодня сказать, когда это все закончится через месяц или через два, достаточно сложно. Необходимо просто для себя поставить задачу, рассчитывать исключительно на собственные силы, мобилизовать те внутренние резервы, которые у нас есть, и они у нас действительно есть, для того, чтобы, если, дай бог, все пройдет быстро, просто, как вы до этого уже отметили, понять для себя, что мы извлекли из этого определенные выводы, уроки, где-то перестроили бизнес-процессы, где-то перестроили структуру экономики, и в дальнейшем будем проводить какие-то другие необходимые преобразования. Спасибо вам за беседу. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Невозможное становится возможным, когда для решения задач объединяются неравнодушные люди, готовые помогать друг другу в достижении целей. Это понятие применимо к благотворительной деятельности, плоды которой стали явно заметны в Абхазии в последние месяцы. Различные организации, частные предприниматели, представители диаспоры собрали значительные средства, которые были направлены на приобретение дорогого медицинского оборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Для преодоления продовольственного кризиса благотворители организовали поставку гуманитарной помощи малоимущим и оказавшимся в трудной ситуации людям. Работа в данном направлении активно продолжается и сегодня. Репортаж Амелии Бисмарк. В конце марта впервые жители Абхазии от мала до велика серьезно задумались о возможном распространении опасного вируса в республике. Именно в конце первого весеннего месяца невидимый враг вплотную подошел к границам страны и даже заглянул через огороженную территорию. Под угрозой пандемии в стране мгновенно выявились проблемы слабого здравоохранения и социальной незащищенности граждан. Исполняющий в тот период обязанности президента Абхазии Валерий Бганба 26 марта провел экстренное совещание с местными предпринимателями и призвал их объединиться и помочь государству в трудной ситуации. Бизнесмены озвучили свое решение об организации нового благотворительного фонда для обеспечения поддержки Минздрава. К идее подключилась московская абхазская диаспора, и уже через несколько дней на счет организации «Мы вместе» стали поступать значительные суммы. С самого начала, как только мы разместили объявление у себя на сайте в московской абхазской диаспоры и на страницах в социальных сетях, откровенно говоря, мы даже не ожидали такой активности. Буквально через 5 минут уже стали поступать первые деньги. Мне кажется, что у людей было вот это ожидание, ощущение того, что им надо что-то уже делать, как-то помогать, вот поэтому как-то они сразу, не раздумывая, откликнулись. И огромное спасибо всем, у нас уже больше 100 доноров, и, в общем, продолжают поступать деньги. Ситуация вокруг здравоохранения осложнилась еще и тем, что правительство России наложило запрет на экспорт медицинских изделий, которые активно используются в борьбе с распространением коронавируса. То есть даже при наличии средств купить медицинские маски, антисептики и так необходимые аппараты ИВЛ стало практически невозможно. Члены движения «Мы вместе» посредством каналов московской абхазской диаспоры взялись достать необходимые для Абхазии товары. Для этой цели объединились бизнесмены, госслужащие и простые граждане. Одно дело надо было закупить, мы закупали совершенно по разным каналам, и тогда, когда мы уже практически сформировали весь груз, тогда нам предложили из Минпромторга, из правительства России, там, какие-то возможные варианты поставщиков и так далее. Такая немножко нестыковка произошла. А в наше понимание это уже было поздно, да, и фактически было поздно, потому что нами уже все было практически куплено. И достаточно хорошего, нормального качества все. Поэтому при отправке, конечно, были сложности, потому что вот в рамках поручения, которое было дано правительством России, как сказать, те организации, которые могли нам поставлять эту продукцию, они были включены в разрешительный список, а другие были не включены и так далее. Поэтому отдельно в ручном режиме и правительство, и Государственный таможенный комитет, и администрация президента отдельно они помогали нам фактически получить все разрешения, необходимые для того, чтобы можно было официально оформить и отправить этот груз, в общем-то, запрещенными препаратами, то есть были даны отдельные разрешения, за это огромное всем спасибо. А остальные все товары мы отправляли такими народными способами, через знакомых, они тоже дошли очень быстро.
На фоне общего карантина особенно явно проявились проблемы социального характера. В сложной ситуации оказались малоимущие и многодетные семьи, семьи без кормильца и с детьми-инвалидами, а также пожилые и одинокие люди. На помощь своим постоянным и потенциальным подопечным пришли благотворительные организации, давно работающие в республике. Как наиболее активные из них себя зарекомендовали Киарас и Ашана, которые и сегодня продолжают работать в усиленном режиме. В связи с ситуацией мы немножко отошли от основного своего направления, так как на рабочий телефон фонда стали поступать звонки, уже больше не связанные со спецификой нашей работы, стали жаловаться на то, что у них нет продуктов первой необходимости, поэтому мы сейчас проводим разовые гуманитарные акции, нам помогают различные компании, партнеры, также физические лица. Наша компания партнер, главный партнер, компания «Премиум» Астамур Геннадьевич уже оказал разовую гуманитарную помощь. Также и Нал Ардзенбе недавно приехала из Москвы гуманитарный груз, сборная часть из которого передали нам. 60 семей уже получили гуманитарную помощь от фонда Ашана, это подопечные фонды, а также ассоциации детей, родителей инвалидов. Когда была остановлена работа предприятий, торговых и развлекательных объектов, частично заморожена сфера услуг, огромное количество граждан, работающих от выработки, лишились постоянного дохода и также попали в уязвимое положение. Осознавая этот момент, многие предприниматели не остались равнодушными к нуждам людей и стали организовывать поставки гуманитарной помощи. Добрую эстафету подхватили представители малого и среднего бизнеса. Посредством волонтеров продукты стали поступать к нуждающимся. Некоторые соотечественники, проживающие за рубежом, решили сформировать партии индивидуальных крупных продовольственных поставок. Среди них бизнесмены Сичинава, Шония, а также представители турецкой, абхазской диаспоры и другие. Мы так хотели сделать, чтобы всем было приятно отпраздновать пасхальные праздники, потому что наш народ всегда привык достойно отмечать этот праздник. Продукты там наименования небольшие, но в тиражах они на самом деле большие, потому что это чисто пасхального направления. Там яйца, допустим, на Пасху покрасить, сливочное масло, подсолнечное масло, сахар фасованное, мука фасованная. В Ачимчирском районе благотворительные средства в волонтерскую организацию поступили от штаба избранного президента Абхазии Аслана Бжания. Деньги направили на помощь малоимущим семьям. В последние дни еще одна партия продуктов поступила от московской абхазской диаспоры в адрес благотворительной организации «Киарас». Ее представители распределили продовольствие между местными медучреждениями. Подобные поставки продолжатся, сообщил председатель диаспоры Беслан Агарба. Продукты вообще об этом уже сейчас более актуально, может быть, будет говорить, потому что в связи с этой самоизоляцией, закрытием границ, с тем, что многие предприятия не работают, конечно, и бюджет и страдает абхазский, и доходы граждан страдают, и в этом плане сложности будут в республике. Я думаю, что все будут помогать, я думаю, мы тоже будем, и диаспора будет помогать. За время карантина на средства благотворителей было сделано еще одно поистине доброе дело. Сухумская семья, ранее проживающая в непригодных условиях, в подарок от неравнодушных граждан Абхазии получила дом, купленный людьми на собранные деньги. Несомненно, угроза пандемии усилила многие проблемы нашего общества, но нельзя отрицать, что они существовали и до весны 2020 года. Действительное благо состоит в том, что в этот раз люди пришли на помощь друг другу и даже положили начало добрым традициям взаимной поддержки в случае надвигающейся беды. Но ждать помощи постоянно, быть зависимым от доброй воли кого-либо, отчетно улыбаться на фото, пусть оно и не предложено с корыстью, не самое приятное из занятий для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации не по своей воле. И в этой связи становится абсолютно понятно, что решить социальные проблемы общества в полном объеме позволит лишь специально направленная на эти цели государственная программа. Амелия Бисмарк, Инал Агухава для событий недели. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго.